В Ленске ведется следствие по факту гибели школьника. Напомним, ребенка ударило током на трансформаторной будке. О случившейся трагедии в ходе следствия в материале Светланы Балеевой. В 19:14 19 сентября на пульт диспетчера и единой диспетчерской службы поступило сообщение от очевидца о том, что в районе улицы Фурманова, 17Б, вблизи теплопункта котельный Старпорт, по причине свободного доступа на крышу трансформаторной будки произошел несчастный случай. Погиб 10-летний мальчик Михаил Мова, ученик 5 класса 1 школы. По свидетельству очевидцев, группа детей, как обычно, играла на гаражах. Один из мальчиков запрыгнул на крышу. Как забрался? Забрался на крышу трансформаторной будки. Было влажно, какие-то провода. В общем, получил поражение электротоком. И пришли на помощь мужчины из соседних домов. Один из них забрался на крышу, оттащил сухой палкой ребенка и спустил на землю. Скорая уже была на месте, поэтому сразу приступили к реанимационным мероприятиям. Реанимационные мероприятия проводились в полном объеме, развернутая реанимация в течение 30 минут. К сожалению, безуспешно. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе старшего следователя и руководителя следственного отдела по Ленскому району, судмедэксперта и сотрудников полиции. Кроме термической точки на правом запястье трупа мальчика, других повреждений не было обнаружено. В ходе проверки установлено, что имеются данные, позволяющие возбудить уголовное дело. 22 сентября 2015 года следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109, это причинение смерти по неосторожности по факту смерти несовершеннолетнего. В настоящее время следственным отделом по Ленскому району по факту несчастного случая, произошедшего с малолетним ребенком, ведется следствие. На данный момент у следствия имеются основания о том, что провод, за который и ухватился мальчик, был с повреждениями, либо имел заводской брак. Все эти обстоятельства и выясняются в ходе предварительного следствия. Также будет назначена техническая экспертиза в городе Якутске с целью установления всех вышеперечисленных обстоятельств. 25 сентября состоялся дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого и был изъят фрагмент провода и направлен на экспертизу. Светлана Балеева, Алексей Семенов, НВК СХ, Ленск.